Доброе утро, Якутия. В эфире телеканалов Якутия-24 и НВК Саха «Утро Якутии». Вместе с вами встречаем сегодняшний день, четверг, 7 сентября на календаре. В студии Павел Танин. Еще раз всем доброе утро. Как всегда, приготовили много интересного, много познавательного. Просто для того, чтобы настроить вас на позитивный, продуктивный день. Ну, о чем будем говорить сегодня? Давайте вкратце узнаем. Совсем скоро в нашей студии мы ожидаем гостей 14-го международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Сегодня также отмечают Международный день барабанщика. Узнаем о тонкостях этой профессии. Ждем также ждет вас первый осенний репертуар от кинотеатра «Центральный». И, конечно, традиционный розыгрыш пригласительных в этот кинотеатр. Итоги его подведем, конечно же, к концу эфира. Как всегда, вам для этого понадобится наш телеграм-канал. А завершим наш выпуск вместе с актерами Мирнинского театра. Труппа уже прибыла в столицу Якутии и уже завтра готова встретить на сцене театра имени Пушкина всех зрителей и гостей города. Все это в ближайшие 50 минут, поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. И как раз говоря про наш телеграм-канал, «Утро Якутии» он называется, ссылочка только что появлялась, вот она вновь на экране, там же QR-код, который можно отсканировать при помощи смартфона и прямиком на наш канал попасть. Там будет продублирован вопрос, нужно будет там, собственно, отвечать и обязательно быть подписанным. Ну а по традиции начнем, конечно же, наш эфир с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах Якутии составила от -2 до 0 градусов. В заречной группе от 0 до +6, в южных от +3 до +4, в Вилюйской группе от -1 до +2. В нижнеленских районах 2 градуса, в западных от -3 до +1, в Колымо-Индигирской группе улусов от 1 до 7 градусов тепла. В Янских от +2 до +5, на северо-западе от +1 до +5. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была +2 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем сегодня прогреется максимум до +9 градусов. Мы продолжаем дальше, и теперь давайте узнаем, какие праздники и знаменательные даты отмечаются на календаре сегодня. На календаре 7 сентября. Сегодня отмечают День салями, День сумчатого волка, День рассказывания историй о летних путешествиях, а также праздник барабанщика. По народному календарю в этот день чтут память апостола Тита, епископа Гортинского, родом из острова Крита. К этой поре начинается сильный листопад, что дало вторую часть названия праздника. Начинается активный сбор грибов, люди встают на заре и отправляются в леса. Опытные грибники учат младшее поколение различать съедобные и ядовитые грибы. По народным традициям в этот день почитают лесовичка, боровичка, лесного жителя, который помогает грибникам. Хороший урожай белых грибов предвещает холодную осень. События в этот день. В 1837 году, в день 25-летия Бородинского сражения в Москве, состоялась торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя. В 1928 в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени. В 1947 году в Москве открыт памятник Юрию Долгорукому. В том же году, в честь 800-летия Москвы, в столице одновременно заложены 8 высотных зданий различного назначения, так называемые «сталинские высотки». В 1953-м Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. В этот день родились в 1953 году Елизавета I, английская королева, последняя представительница династии Тюдоров. В 1870-м Александр Куприн, русский писатель. В 1902-м Изабелла Юрьевна, советская эстрадная певица, королева старинного романса, народная артистка России. В 1923-м Эдуард Асадов, советский поэт, прозаик. Именины в этот день отмечают Ян, Иван, Вальдемар, Владимир и Варфоломей.
Ну, а теперь настала пора, собственно, то, о чем говорилось в начале, это разыграть билет в кинотеатр «Центральный». 2 пригласительных, каждый на одну персону, в одни руки попадут. Для этого нужно просто самым первым ответить на вопрос, который сейчас будет задан, и будет, конечно же, продублирован в нашем телеграм-канале. Поэтому в комментариях под ним, под этим вопросом нужно свои ответы оставлять. Кто первым это сделает, тот и пригласительные вот эти 2 замечательных, как и каждую неделю мы их разыгрываем, получит, пойдет в кино в выходные, и все будет замечательно. А вопрос достаточно такой интересный, можно даже сказать, с подвохом. Столицей чего прозвали город Якутск за последние 10 лет? И даже можно дать небольшую подсказку. Столицей чего-то сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Вопрос сейчас появится в телеграм-канале, и, собственно, там нужно будет на него ответить, как я уже и сказал. Ну, а мы движемся дальше. Международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина пройдет в Якутске сегодня и завтра, 7-8 сентября. Заявленные участники из 12 регионов страны. Общий призовой фонд турнира составляет 8 миллионов рублей. Сегодня в студии наши гости турнира: международный арбитр высшей олимпийской категории Базулин Алексей и блогер, известный российский комментатор Степан Крижановский. Алексей, Степан, доброе утро. Здравствуйте. Да, спасибо, что пришли в нашу студию. Ну, Алексей, первый вопрос вам. Вы, в принципе, уже такой достаточно частый гость нашей республики, тем более судья олимпийской категории. Это статус такой, и тем более турниру статус добавляет. Вообще, как вот вам бы сказать, спросить такой вопрос, да, на ваш взгляд, насколько сильно сегодня в Якутии спорт поддерживается? Вот, допустим, на примере того же турнира Коркина, можно ли его как-то сравнить там с европейскими международными турнирами? Ну, я скажу, наверное, более шире понятие, потому что и европейские, и мировые турниры иногда не соответствуют тому уровню, как, допустим, турнир Дмитрия Петровича Коркина. Здесь всегда и все новинки, которые используются и в Европе, и в мире, и все, что создано здесь и создается здесь, имеет уникальность, и в том числе и этот турнир не исключение. Ну и говоря уже про ваше, скажем так, ремесло судейское, в чем его сложности, в чем тонкости, поделитесь, пожалуйста. На самом деле, это кажется со стороны, что, в принципе, не знают правила только судьи, а знают все, и комментаторы, и зрители. Но очень непростой процесс, и вот мы сейчас со Степаном ехали, разговаривали о том, что мы стремимся, конечно, к тому, чтобы нашу борьбу все-таки упростить, но слишком много очень сложных моментов, которые, к сожалению, нашу борьбу усложняют. Поэтому и ситуации, и те, которые связаны с судейством, и механизм работы судейства, это все очень непростой процесс. И вот Федерация спортивной борьбы России уже на протяжении с 2016 года проводит ежегодно по несколько семинаров по обучению и судей, и тренеров, потому что правила очень много менялось, модернизировалось для того, чтобы все-таки более стала борьба нам понять, не только нам, зрителям в первую очередь. Ну, это, опять же, надо все эти правила в голове всегда держать, их помнить. И самое, наверное, сложное — это то, что в моменте, вот там, перед самими борцами, то есть ближе всех находится арбитр, и все это быстро происходит, надо успевать фиксировать. Особенно, знаете, специфика, допустим, у нас же 3 судьи на ковре. Это арбитр, боковой судья и руководитель ковра. Что касается арбитра, то для него нужно максимум в 3 секунды, может быть, в 2 определить то или иное техническое действие. Иногда оно бывает очень быстрое. А бокового судья может быть на секунду-2 больше. У руководителя, конечно же, чуть больше, там, секунд 5 есть, для того, чтобы определить решение, если есть разногласия между арбитром и боковым судьей. Но что касается арбитра на ковре, то у него этого времени, конечно, очень мало. Степан, вопрос к вам. Как вообще с этим видом спорта познакомились? Я сам занимался вольной борьбой на Дальнем Востоке. Школа оттуда пошла, и любовь к этому виду спорта. Вот, сам занимался и всегда смотрел трансляции абсолютно один. И в один прекрасный день просто это так получилось, что запустил на на стриме на Ютубе. И вот такая фан-база большая возросла. И уже вот приглашает по всяким регионам. Ну вот говоря про спортивное прошлое, да, что занимались, а доводилось ли на ковре, в лучшем случае, скажем так, на ковре, или, может быть, просто во время турниров встречаться вот с борцами якутской школы? Да, конечно. В основном я был чемпионом города своего в Хабаровском крае, Комсомольск-на-Амуре, входил в сборную Хабаровского края, а вот ДФО, именно Дальний Восток, я выиграть никогда не мог, именно якутянам я и проигрывал всегда.
Вот с этим мне не везло, поэтому на России я сам ни разу не участвовал, потому что не мог отбор пройти именно на дальневосточном турнире. Видите, может быть, какой-нибудь символизм или такое стечение обстоятельств, что вот вы, грубо говоря, проигрывали, да, якутским борцам, и сейчас, получается, будете комментировать здесь, на якутской земле, Да. Второй год подряд меня приглашают на этот турнир. Вот тоже всегда проигрывал, но в очень теплых, хороших отношениями со всей республикой в целом. Всегда с большой радостью меня зовут на такие турниры. Я всегда принимаю это приглашение, поэтому дружим очень тепло с народом Саха. Ну, сейчас мы вынуждены немножко прерваться. Уважаемые телезрители, передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они с последними новостями нас ознакомят. После вернемся, продолжим разговаривать про турнир, который сегодня уже стартует. Мне кажется, будут интересные схватки. Это юбилейный турнир имени Коркина. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Власти Приморского края оценили ущерб от тайфуна в 10 миллиардов рублей. Ранее власти края сообщали, что ущерб от стихии предварительно оценивается в 7 миллиардов. Как сообщалось, из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что от паводка в крае пострадали более 44 тысяч человек. Подать и отозвать согласие на обработку биометрии можно будет на госуслугах. Россияне смогут контролировать обработку собственной биометрии в личном кабинете. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 января. Данные россиян, которые решили пройти процедуру биометрии, хранят в единой биометрической системе. Комбинация из лица и голоса человека помогает установить его личность, чтобы бесконтактно получать коммерческие услуги. Так, с января на госуслугах можно будет получить доступ ко всем согласиям и отказом на нее. В зоне спецоперации наши земляки смогли досрочно проголосовать за кандидатов в ЛТМ на главу Якутии. Об этом рассказал Андрей Федотов, руководитель Единого координационного центра. Всего в новых регионах было создано 4 участковых избирательных комиссии в каждой из областей. Обязательно соблюдена и тайна голосования. Воспользоваться своим правом смогли несколько тысяч бойцов-якутян, которые сегодня находятся на линии соприкосновения. По словам наблюдателей, большинство пришедших изъявить свою волю выразили благодарность за такую возможность даже в условиях боевых действий. За многие годы видел, с каким воодушевлением наши земляки участвуют в выборах. Это действительно напомнило мне какие-то отдаленные советские года, когда люди шли на выборы как на праздник. В одном из участков вообще пришли бойцы с гитарой и спели несколько песен, причем написанных прямо там, на фронте. Участники спецоперации и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Согласно проекту приказа Минобрнауки, возможность проходить обучение бесплатно будет предоставлена имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации, добровольцы и их дети, а также другие категории военнослужащих. Такая мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования. Стартовал дополнительный период единого госэкзамена для выпускников 11 классов. На участие прошли регистрацию более 11 тысяч человек. Это те, кто завалил русский и базовую математику ранее в этом году или не смог прийти на экзамен по уважительным причинам, а значит, не смог вовремя получить аттестат. В дополнительном периоде ЕГЭ все так же, как и в основном. Пункты проведения экзаменов, их 339, около 7,5 тысяч организаторов, 570 общественных наблюдателей. Сдают русский язык 12 сентября базовую математику, а 19 сентября – резервный день сдачи экзаменов. Форум «Якутск 4.0.0» в рамках празднования Дня города проводят в столице. В течение 2 дней руководители и заместители директоров школ обсуждают актуальные вопросы образования. Уже состоялась дискуссионная площадка развития образования как вектор устойчивого развития города, где приглашенным спикером выступила профессор кафедры педагогических технологий Ярославского университета Ангелина Золотарева. Педагоги обсудили вопросы повышения качества образования и эффективности деятельности образовательной организации.
На базе управления образования, методической службы будет реализован пакет диагностических методик, и все педагоги должны будут пройти некое такое обследование по наличию метапредметных компетенций. Поскольку я как бы была в авторах этой компьютерной программы, я вот пытаюсь научить передать, как можно будет провести анализ этих результатов, как с цифрами работать. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем. Говорим про турнир имени памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина по вольной борьбе. Турнира сегодня стартует. Сегодня-завтра будут проходить бои, схватки. И в гостях у нас Алексей Базулин, арбитр высшей олимпийской категории, и Степан Крыжановский, комментатор. Блогер, комментатор. Вот, Алексей, вопрос, наверное, про соревнования. Все-таки с вами больше про внутрянку такую говорим. Последние, наверное, какие-то, может быть, не последние, грядущие какие-то яркие события в мире вольной борьбы. Понятно, мы сегодня говорим про один турнир, но, тем не менее, не только им все ограничивается. Да, самый последний старт это был отбор к чемпионату мира. Это Кубок Содружества и сразу Лига ПВЛ. Это то, что было как раз непосредственно перед началом нашего турнира. И предстоящий, конечно, очень важный старт для всех любителей борьбы, и не только вольной, греко-римской, всей спортивной борьбы. Это чемпионат мира, который пройдет в Белграде. 16 числа уже стартует, и как раз начинает вольная борьба. Поэтому тут предстоящий старт, который, наверное, для всех любителей борьбы будет очень важен, потому что мы все-таки участвуем в чемпионате мира, и ребята все-таки смогут показать ту борьбу, ту школу борьбы, которая создана здесь, в Советском Союзе, теперь уже в России. И будет показывать, на что способны они, и тренеры, и любители борьбы, конечно, почувствуют эту атмосферу. Степан, вопрос к вам про комментаторство. То есть вы, в принципе, раньше в прямом эфире, на стримах комментировали, скажем так, в домашней атмосфере. Да. Такой. В прошлом году впервые вы выступили в качестве уже как профессионального комментатора. Сразу ли согласились? То, что понравилось, понятно, второй раз уже приезжаете. Как вот те ощущения по прошлого турнира? Конечно, да, правильно вы подметили. Согласился я не сразу, потому что сразу дал знать, что я, не обучался на это, что это как народный комментатор, да. Вот, людям нравится, народу нравится, как комментирую. Вот. Но, в принципе, предупредил руководство все об этом. Мы сказали: не, Степан, мы все знаем, мы сами все на твоем стриме всегда все смотрим, следим внимательно, поэтому нам нравится, в какой форме ты это все подаешь, едь обязательно. И уже здесь именно в Якутске я работал с профессиональными комментаторами, журналистами, и первый эфир Коркина провел на отлично, всем все понравилось, и вот получил приглашение уже на юбилейный такой ответственный турнир Коркина Дмитрия Петровича, и сейчас с большой радостью все это откомментирую уже с багажом опыта. Вот. Сегодня уже все начнется, все схватки. У нас последняя минутка остается беседы. Говоря про багаж, явно вы готовились к турниру. Можете как-то по сеткам рассказать, что, да, кого ожидают больше всего? Да, так как времени мало, захвачу такие интересные. Вот какие сетки больше всего, наверное, республика ждет. Это весовую категорию 70 килограмм. Здесь после долгого простоя будет бороться Виктор Рассадин, один из лидеров. Также он в одной сетке идет с чемпионом Европы, это Курбан Шираев. А по другой сетке, по нижней, у нас идет чемпион мира Загир Шахиев. И с ним также местный борец Константин Копрынов. Очень интересная схватка, очень интересная такая группа будет. И также 57 килограмм, олимпийский вес, самый маленький вес. Здесь у нас по одной сетке идет Алексей Копылов, тоже недавно он по спартакиаде выиграл в 57 в Екатеринбурге, а с другой стороны у нас Рамис Гамзатов, один из лидеров Дагестана. Спасибо вам за то, что пришли в нашу студию. Отличного турнира, спортсменам желаем побед. Мы прямо сейчас на короткую паузу.
Это «Утро Якутии». Мы продолжаем встречать сегодняшний день, 7 сентября на календаре, день недели, четверг. И вот поводов отметить свой профессиональный праздник у барабанщиков, как и у палочек, собственно, целых два. Это День барабанщиков отмечается 7 сентября, берет начало аж в 1876 году. Еще до появления музыки наши предки, они барабанили всем, чем могли, камнями звуки вытачивали, палками и так далее и тому подобное. И при этом каждый удар, он считался, имел свой смысл. И вот новую дату, уже 11 ноября, придумали современные музыканты. Это второй день, когда можно отметить День барабанщика. И не случайно выбрали именно 11 ноября, потому что две единицы очень напоминают барабанные палочки, тем более, что ноябрь 11 месяц, получается 11-11, как будто два барабанщика собрались. И вот дату эту мы не обошли стороной, и среди героев нашей рубрики «Моя профессия» еще не было представителей барабанного дела. Дмитрий Твердохлебов, концертмейстер группы ударных симфонического оркестра театра оперы и балета. Многие профессиональные музыканты — это выпускники нашего героя, и о своем любимом деле он сам сегодня нам расскажет. Еще раз сначала. Я работаю преподавателем в музыкальном колледже, старший преподаватель Высшей школы музыки. Я работаю в театре оперы и балета, в симфоническом оркестре, концертмейстер группы ударных. Концертмейстер — это тот, который руководит группой, то есть он занимается, отвечает за качество выученных партий, то есть он должен следить, чтобы музыканты группы учили партии. В каких-то произведениях, может быть, 6 человек участвует, в каких-то 2. Вот распределение, кто регулируется, такой регуляцию называют, это тоже концертмейстер. Но в основном, надо, конечно, творческие заботы у концертмейстера. Мой старший брат играл в какой-то группе, там мне это очень нравилось. На него смотрел, и мне тоже очень сильно хотелось. Мне нравилась музыка, да. Я пришел в музыкальное училище, проучился здесь, 4 года закончил. Пока учился на 4-м курсе, я прослушался в симфонический оркестр театра оперы и балета. И вот с тех пор давних я там работаю. Судьбоносный момент, я считаю, что это мое поступление в Новосибирскую консерваторию, потому что мой педагог оказал на меня большое влияние, что такая выдающаяся личность, блестящий педагог, блестящий музыкант и замечательный человек. У нас основных инструментов 6 вот в классе, вот даже в этом. Это маримба, вибрафон, ксилофон, литавры, малый барабан, ну и ударная установка, наверное, еще. На каждом инструменте надо уметь играть. Потом для большинства инструментов написаны концерты. Для маримбы с оркестром, для литавра с оркестром, вибрафона, ксилофона, для смешанных инструментов. Репертуар сейчас гигантский, ударный инструмент развивается. Но сила воли должна быть достаточно такая. Потому что инструментов много, и это все, в общем-то, довольно быстро наваливается на исполнителя. Конечно, сложновато. Но постепенно начинаешь привыкать к такому большому набору, и практически на каждом экзамене приходится играть программу, ну, как минимум, наверное, 4-5 пьес на разных инструментах. Поэтому вот сложность в этом. Те, кто работает в опере и филармонии, да, это все мои бывшие студенты. Они у меня учились и закончили. Ну, кто-то еще учится, продолжает. Гордитесь ими? Ну, есть чем гордиться, да. Хорошие ребята, талантливые, хорошо играют, профессионально, самое главное. Музыка — это, наверное, жизнь, часть жизни, потому что без музыки, ну, мне, по крайней мере, очень тяжело. Я люблю музыку, люблю заниматься, люблю играть, люблю слушать талантливые оркестры, смотреть на талантливых дирижеров, находить какие-то талантливые произведения для ударов, ну и вообще просто на концертных площадках слушать. Это очень интересно. Все-таки классическая музыка — такая вещь, которая способствует развитию разных качеств хороших у человека. Вообще всем людям очень полезно ходить на концерты. Увлекательно, интересно. У нас в театре сейчас новые премьеры будут, поэтому я приглашаю всех в театр оперы и балета. Приходите.
Но тем временем отечественное приложение 2GIS обновилось по-крупному. Теперь картографический сервис умеет строить маршруты в торговых центрах. Это первые в России карты с такой функцией. В предыдущей версии 2GIS сервис мог только показывать содержимое торгово-развлекательных центров, магазины, эскалаторы, туалеты, лестницы, все, что внутри находится. Но если пользователь пытался построить маршрут до конкретного магазина в здании, приложение показывало просто прямую линию от местоположения до пункта назначения. По сей день также работает и Яндекс.Карты. Новая версия 2GIS научилась строить сложные маршруты в многоэтажных торговых центрах. Карты покажут, на какой этаж и каким эскалатором подняться, где повернуть. В общем, все детали торгово-развлекательного центра были воссозданы с помощью искусственного интеллекта, точнее алгоритмов на его основе, сообщает команда 2GIS. Пользователь также может переключаться между этажами, кнопками, находящимися слева от карты. Ну, главный вопрос, где и как это работает. Маршруты 2GIS уже поддерживают более 2000 крупных торговых центров России. Нововведения уже доступны в новых непосредственно обновлениях на iOS и Android. А в будущем картографический сервис научится, собственно, даже строить маршруты внутри аэропортов, вокзалов и так далее. Было бы неплохо, кстати, для студентов больших вузов добавить передвижение, как правильно пройти до той или иной аудитории внутри своего учебного заведения, потому что многие тоже с проблемами этими сталкиваются. Ну а мы двигаемся дальше. Иван Иванович Шишкин, точнее, еженедельно, каждый четверг у нас выходит рубрика «Пусть мама придет». И у нас приятная новость. На днях мы узнали, что две сестренки, героини нашей прошлой рубрики «Пусть мама придет», обрели семью. Это замечательно, и мы надеемся, что и для Алексея, которого вы сейчас увидите, также найдется семья. Знакомьтесь, Алеша. Ему 12 лет. Он доброжелательный, открытый, легко идет на контакт, с удовольствием посещает медиацентр и занимается спортом. Я увлекаюсь боксом, хожу, тренируюсь. Вот сегодня будет бокс. Вот. А в школе как у тебя успехи? Ну, нормально. Бокс – главное спортивное увлечение Алеши. Он не пропускает ни одну тренировку и добросовестно выполняет задания тренера. Алеша общительный и позитивный мальчик. Спокойный мальчик, с нашими детьми хорошо идет на контакт, сразу получилось у него. Ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Автомехаником. Хочу поступить в автомеханику. Хочешь работать с техникой, да? Да. Алеша хочет жить и воспитываться в семье, и мы надеемся, что семья для него найдется. Ну, а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Германия в первом полугодии нарастила закупку удобрений у России до 151 миллиона долларов. Из данных следует, что в предыдущие 5 лет за первое полугодие немецкая сторона закупала в среднем российских удобрений на 45,5 миллионов долларов. Однако с января по июнь текущего года Германия закупила у России удобрений на 151 миллион. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года. Таким образом, Россия поднялась с 6-го и заняла 3-е место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию, как в абсолютном, так и в денежном выражении. Лидером по поставкам удобрений в Германию в денежном выражении стала Бельгия, в абсолютном – Нидерланды. Экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина в этом году возрос на треть. Основной импортер рыбы и морепродуктов Китай, куда с начала 2023 года поставлено более 660 тысяч тонн продукции. Также крупными импортерами рыбы и морепродуктов из Приморья и Сахалина стали Южная Корея, Япония, Таиланд и Нигерия. Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 18 стран. Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции – минтай, треска, живой краб, информирует Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. 9
Россия и Мьянма после 30-летнего перерыва возобновили авиасообщение. В Росавиации сообщили, что в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс, который совершил полет по маршруту Янгон-Мандалай-Новосибирск. Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение. Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой. Пассажиров приветствовали руководители области, аэропорта и Росавиации. План по заготовке грубых кормов и силоса перевыполнили в Хангаласском улусе. Продолжается заготовка сенажа. План по запасу сена в районе в этом году превысил 30 тысяч тонн. На данный момент аграрии заготовили более 32 тысяч тонн, тем самым перевыполнив план на 4%. Силоса заготовили 3200 тонн при плане в 3000, что означает перевыполнение на 8%. Заготовка сенажа хозяйствами продолжается. План по нему 2,5 тонны. Подготовлено пока 18% от плана. Среди организованных хозяйств вторым по объемам кормозаготовки является сельхозпредприятие «Экоферма Туймада». Они завершили сенокосную кампанию с перевыполнением в 125%. Ну, сенажа где-то тонн 80, наверное, будет на сегодня. Мы только вчера начали. Силос мы одну яму закрыли, там 1200 тонн. Еще там другую заполняем. На этой конце этой недели, наверное, заполним. И 3000 тонн, наверное, будет. Ну, мы сеем овес на сенаж и на силос овес, суданская трава и кукуруза. Подсолнуха нет и нынче. В селе Бердигистях при поддержке гларанта главы Якутии реализует проект по бесплатной стерилизации и кастрации собак и кошек. Проект направлен на сокращение численности бездомных животных гуманным способом предупреждения рождения нежелательного потомства. Одной из задач является организация бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных для малоимущих граждан. Бесплатная услуга действует для определенных категорий жителей села при предоставлении подтверждающих документов. Это касается малоимущих граждан, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей, а также семей участников спецоперации. Для граждан, не входящих в эти категории, действует скидка 40%. В рамках реализации этого проекта мы планируем разместить 3 видеоролика на разные темы. Это в основном правила содержания собаки. А также мы планируем провести различные конкурсы, в основном для детей. Конкурс докладов, сочинений, рисунков, чтобы привлечь внимание детей, но, соответственно, и их родителей, взрослых. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, точнее, можем попытаться наметить планы на выходные, потому что прямо сейчас узнаем, какие киноновинки появятся на экранах кинотеатра Центрального в эти выходные. Киноафиши на очереди. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с 7 сентября. Анимационная картина «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов» в цифровом формате рассказывает о детстве знаменитых супергероев с панцирями. Полнометражная адаптация комиксов обрадует зрителей необычной анимацией и небанальным сюжетом. И могли делать все, что захотим. Что бы мы делали? Ходили бы в школу. Я бы нашел подружку. Размечтались. Безуспешно борется с бандой, которую возглавляет Суперфлай. Никто не видел его лицо. Почему? Он уничтожает всех, кто его видел. Мультфильм стилизован под подростковые рисунки. А привычного злодея Шреддера здесь заменяет гигантская муха. Новые черепашки-ниндзя должны понравиться как детям, так и взрослым. Что за маленькие черепашки? Я не знал, что есть еще мутанты. Мутанты должны править планетой. Его не остановить. Мы попытаемся. Микеланджело, ты великодушный. Донателло, ты мудрый. Рафаэль, ты отважный. И Леонардо, ты гордый. Когда мы вместе, вас ничто не остановит. Кавабанга! Также новинкой уикенда станет жизнеутверждающая комедия «Праздники», обладающая всеми признаками народного кино. Меня Сергей зовут. О, нормальный букет.
В жизни Натальи Пыжовой все отлично. Крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только выдать замуж дочерей. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж оказывается изменник. А дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда все семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или, напротив, сделают только крепче. Личные вещи на стол все. И оба разделись до трусов. Не, я не буду. Кто последний выйдет, тот любимый зять. Я там как след протопил. Кокушки задымятся. Да вообще в бане не очень. Я тоже. А чего мы тогда его слушаемся? Ему приятно будет. Пусть жена ему приятно делает. Беги. Слушай, помоги. Они там все конченые. Долбанутая семейка, родители, дочери, все. Не нужно так про них говорить. Пошел ты. Лариса, музыка для спарринга. Как говорится, хорошо, что такое только в кино бывает. На самых младших зрителей рассчитан мультфильм «Пернатый патруль». Семейная анимация от создателей мультфильмов «Шрек навсегда», «Кунг-фу Панда 3» и «Как приручить дракона 2». Откуда я родом? Возможно, Птицеград. Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком. Но инстинкты взяли свое, и когда наш герой оперился, он отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только нашел своих родственников, но и новую цель – стать членом команды пернатого патруля. Завтра вы должны лететь в город. Я лечу! Возможно, там есть ответы, которые вы ищете. Птицеград. Это означает, что ты лучше, чем они, а не просто цыплята. Все птицы равны. Ты так же глуп, как и твой отец. Я буду сражаться с захватчиками, пока мы не прогоним их. До самого конца. Я обещаю! Но сейчас вы получите! Что? Они убежали? Только сильный орел способен воспарить высоко. Используй эту силу во благо. В широкий прокат выходит фильм про вещь, изменившую мир и разделившую историю на до и после. Обласканная критиками и зрителями кинолента бьет рекорды проката и аккумулирует вокруг себя все новые и новые обсуждения. Релиз этого лета – драма про создателя атомной бомбы Оппенгеймер. Если у нацистов появится бомба. Они впереди на целый год. На 1,5. Откуда вы об этом знаете? После сумбурного и сложного довода любимец миллионов Кристофер Нолан сделал поворот на 180 градусов и снял совсем другое кино. Биографическую драму, почти полностью построенную на диалогах. 3 часа крупных планов и бесед, основанных на биографии отца атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. За основу сценария взята книга «Американский Прометей. Триумф и трагедия» Роберта Оппенгеймера. Зачем нам ехать черт знает куда? Да еще и неизвестно насколько. Зачем? Зачем? Вас устроит ответ, что это самое важное событие за всю историю человечества? Среди интересных фактов, это самый продолжительный фильм в карьере Кристофера Нолана и первый за 20 лет с возрастным рейтингом, предназначенным только для взрослой аудитории. 4, 3. Труман хочет знать, что дальше. 2, дальше? 1. Степан Степанович. И, наконец, с этого четверга смотрите режиссерскую версию народной комедии кандидата от творческого объединения «Детсад». Welcome to полуподнебесной предвыборная штаб-патра. 어떻게 스파이스 마셔? Ага.
Выборга, потом багалы болар болло. Кымышылан бұрыға голос көтемдері өтеді. Кымышқы бәдейіне бағылыққа боп бұлады. Дәреміне барты көрін тұрдағын күнне өткірді күйоңға бішкен бар. Жуынышын. Қанды дақтарды. Доктор бот, олар бот. Поехали! Кеп, поп, тахта бағасы тахтар. Аксерлеген терил тахтар. Лебе! Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Вот такие новинки сегодня в эти выходные начнут показывать в кинотеатре «Центральный». И у вас есть возможность, конечно же, их посетить совершенно бесплатно, выиграв вот эти 2 билета, потому что розыгрыш мы сегодня проводили. Вопрос мы озвучивали в начале. Столицей чего прозвали город Якутск за последние 10 лет? Нужно было отвечать в Телеграме. Вопрос там же есть. И у нас на самом деле есть победитель. Это Ольга Афанасьева. Она самая первая ответила, что столицей кино Якутск прозвали. Почему? Потому что больше фильмов, чем в Якутске, снимают только в Москве и Санкт-Петербурге. То есть фактически Якутск находится в тройке лидеров по количеству снятых фильмов. И это, я думаю, очень такой хороший результат, показательный, говоря о том, что якутское кино развивается. Вот. Поэтому, Ольга, мы вас поздравляем, с вами свяжемся, скажем, как получить эти билеты, ну и вы уже сами решите, на что их потратить в части того, на какой фильм сходить. Благо, очень много интересных картин, как мы увидели, выходит, и в эти выходные их можно будет посмотреть. Ну а для тех, кто предпочитает другой вид творчества, театральный, с 8 по 10 сентября труппа Мирнинского театра выступит на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина в Якутске. В рамках гастролей артисты Мирнинского театра готовы представить свои лучшие постановки как для взрослого, так и для юного зрителя. И сегодня у нас в гостях актер Мирнинского драматического театра Дмитрий Желнин. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Буквально в ночь вы уже почти приехали, с Мирного добрались, это на самом деле видно, но это актерская стезя, она на самом деле не такая легкая, как всем может показаться. С благим намерением показать свои работы якутянам. Вот вообще, насколько насыщенная программа жителей Якутска, ну и гостей столицы ждет? Ну, на самом деле, очень насыщенная. Во-первых, как и детские спектакли там, ну, то есть каждый день будет и детский спектакль, и взрослый. И достаточно такой, ну, широкий формат взрослого, тоже для взрослых спектаклей там, то есть они будут все разные. То есть это так, как и Обломов, Гончарова, это так же, как и Островского на Бойком месте, и «Ты мое воскресенье» по Васильеву тоже. Это, ну, разные. Ну, достаточно хороший спектакль. Большой спектр. Ну, вообще всего 6 спектаклей, да, насколько известно. Будет. Вы 3 уже назвали, а еще какие 3? Это «Колобок», это «Теремок» и кто он, «Дюймовочка». Вот. То есть 3 взрослых, 3 детских, да. И вот буквально там за 3 дня вы это да. все покажете. По 3 спектакля на каждую категорию за 3 дня. На самом деле очень интересно. А из скольки человек труппа ваша состоит, кто будет задействован в этом всем? Ну, у нас практически все, да нет, не практически, а все здесь, то есть мы вот добирались, сколько, 16-17 человек, вот, все будем работать. Все 16 человек. Я думал, тоже там что-то кратное 3 будет. Нет. Хорошо. Вообще, Мирнинский театр, он же один из самых таких молодых профессиональных театров. В 2008 был буквально создан, ну, образован как единица. Да. То есть 15 лет в этом году отмечается. И уже за это время успели посетить, ну, с гастролями много и российских городов. Расскажите, наверное, о самых вот запомнившихся гастролях, где было интереснее всего, почему? Ну, я достаточно недавно в труппе Мирнинского театра, но мы, наверное, из таких вот самых больших, это, наверное, «Золотая маска», вот куда мы ездили. В качестве, ну вот, мы, получается, участникам давали сразу 2, это в рамках «Золотой маски» и в рамках победителей театра малых городов, получается, вот тоже с спектаклем «Азор», по-моему, да. Вот. Ну и так, в принципе, вот Хабаровск тоже очень такой
хороший город, и фестиваль там они тоже проводят ежегодный, вот тоже театр Дальнего Востока, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот туда тоже повезем сейчас вот Обломова. И в прошлом году мы там были с Азором, как раз с которым вот ездили на Золотую Маску. Вот. Ну и так достаточно много, и не только вот, ну то есть и здесь по Якутии тоже очень много ездим. Там, ну, близлежащие поселки. Ну, вот говоря про, вот как сказал, даже запомнилось больше, запоминается, как правило, все-таки, ну, вот актеру театра выступление, чем, ну, вот я человек, допустим, более прагматичный, я бы, наверное, обращал внимание, что там удобная сцена, там, может быть, оборудование. Вы человек больше творческий, да, может быть, вы, наоборот, для вас самая главная реакция зрителя, вот по каким критериям определяется то, как, ну, насколько хорошая гастроль, скажем так. Тут сложно ответить на этот вопрос, потому что как бы любая площадка, она хороша в своем роде. То есть тут главное приспособиться, прожить на самом деле. Ну, вот как мы в жизни приходим, допустим, если снимаем квартиру там или еще что-то, мы же первый раз заходим, да. А потом это уже становится как родное. Там, спустя там, какое-то время ты уже думаешь, да, блин, нет, я лучше здесь, это как-то роднее все. И так же и здесь, да. То есть нету плохих площадок, хороших. Есть вот площадка, где у тебя есть твое пространство, и где ты работаешь. Ну, то есть вживаешься, и вот этот кусочек жизни, отрезок, ты его проживаешь. И, наверное, вот реакция зрителя на то, как это прошло, и вот либо хорошо, либо плохо, но это все равно хорошо. Ага. Ну вот, Дмитрий, вы сказали, что в театре в Мирнинском сравнительно недавно. До этого где работали и как, собственно, в театр Мирнинский пришли? У меня достаточно такая нормальная актерская вот эта вот стезя. Ну, это свойственно всем актерам, не только мне. То есть вот такая вот как бы в поисках своего театра, или как это назвать лучше, не знаю, но я достаточно уже как бы много где поработал. Я поработал и в Норильском театре Заполярный, вот, и, получается, и в Архангельске был, и в Евпатории поработал, тоже в Крыму какое-то время, потом в Великом Новгороде тоже поработал там, вот. В Воркуте также поработал тоже, но там достаточно такой долгий срок. Ну вот, и сюда, получается, пригласили меня. То есть такая достаточно большая география у вас? Да, нет, у меня на самом деле очень небольшая, маленькая. То есть это еще маленькая? Маленькая, потому что есть некоторые люди, как бы, которые вот... Ну, я, допустим, знаю режиссера, да, он очень хороший, толковый, грамотный режиссер, но он по природе своей не может сидеть долго на месте. Вот он, как бы, если приехал, вот он классный режиссер, кайфовый, он прям, не знаю, делает из, как говорится, из ничего все. Вот, но это талант, это реально. Но единственный вот минус, он не может долго насидеть. То есть он сезон-два держится? И потом... Это нет, это даже супер. Потому что это просто структура человека такая. Ну, то есть не то, что он прям вот не хочу, нет. Нет, ему просто вот хочется новое, нет, не то, чтобы ему надо постоянно как бы, как это, обнуляться, может, или что-то вот в этом роде, что ты приезжаешь, даже приезжает в знакомый город, там ставить постановку какую-то, но все равно он этим обнуляется. Он знает актеров, с которыми он будет работать, он знает материал, и ему интересно вот, сможет этот, а может этот, как бы вот. Есть у нас такое понятие, как у актеров, как рольное сопротивление. Вот то же самое, как и я понимаю, и он тоже постоянно. Ему надо что-то вот пробовать. Да. Ну и завершая нашу беседу, не так много времени остается, можете рассказать вообще о планах на новый театральный сезон? Вот ладно, сейчас гастроли пройдут, а что дальше? Ну вот сейчас мы буквально вот после Якутска мы приезжаем, и там 23-го вот мы уезжаем как раз в Хабаровск на фестиваль с Обломовым, который вот сейчас тоже здесь будет работать. Вот. И пока до Нового года еще 3 постановки нас ждет.
работа как бы... В общем, сезон Да, будет такой насыщенный, я так да, понимаю. да, Дмитрий, да. спасибо. Отлично, пусть гастроли пройдут на высшем уровне. Дорогие телезрители, с вами мы прощаемся. Завтра вновь увидимся. До встречи.